Отсутствие сюжета, откровенные монологи героев, новое оформление и прочтение. Именно так на сцене Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля возродили пьесу драматурга Олега Охотникова «Города одиночества». 4 года назад это произведение поставил режиссер Иосиф Дмитриев. Пусть драматический театр уже не подчиняется законам, которые диктовала классика. А это значит, нужно искать новые творческие решения. Драма написана на основе реальных событий, что делает материал максимально настоящим и живым. Спектакль представляет собой серию монологов и исповедей. Герои будто бы находятся в стеклянных колбах, которые разделяют их друг с другом. Они пытаются докричаться до окружающих. И хотя отсутствие действия требует от артистов высокого исполнительского мастерства, это дает режиссеру широкий простор для работы. И вот и с моей стороны, как главный режиссер, вот сейчас естественно, со стороны дирекции и театра, это глубокое уважение безвременно ушедшему от нас Иосифа. Это восстановление его спектакля, это как бы дань уважения и еще желание, конечно же, продлить большую такую жизнь его творчеству. Как у нас все это получилось, конечно же, зритель посмотрит. Но мы все равно, время уже прошло, эстетика меняется, жизнь меняется, мы сами меняемся, меняется наше восприятие действительности. И с этой точки зрения, конечно же, когда я восстанавливал спектакль Иосифа, какие-то коррективы пришлось внести. Для актрисы Альбины Агеевой образ ее героини Наташи оказался непростым. От формальной сдержанности и деликатности Наташа легко переходила к пронзительному крику на грани истерики. Этот эмоциональный маятник как нельзя лучше раскрыл боль, от которой пытается убежать ее персонаж. Она не справилась со своими чувствами, не доверяет никому, сломалась, обманули. Не поддержали ее вовремя ни родители, ни друзья. Эта роль, наверное, очень такая эмоциональная, в то же время интересная и сложная. Надеюсь, молодым людям будет интересно смотреть на этот спектакль, потому что многие могут увидеть себя. Все больше погружаясь в театральную условность, зритель порой забывал, где находится. Создавалось впечатление личной беседы, разговора по душам. Отец сказал, что я в крае оборзел и нужно делами заниматься. Нормально, да? Не беременная такая наша Филька. Я говорю, с какой радостью я должна тебе выступать. А она мне говорит, я же красивее тебя. О! Я тут вообще в осадок выпала. Заслуженной артистке Чувашии Татьяне Зайцевой-Ильиной удалось воссоздать образ совершенно реальной женщины, знакомой каждому из нас. Однако за кажущейся простотой просматривается сложное детство и тяжелая жизнь. Потом я поняла, она выросла без отца. Детство у нее было не ахти. Сама воспитывала брата. Мама рано ушла из жизни. И я поняла, что она в жизни от матери, от жизни ничего не получала. Все добивалась сама. И помогала брата. И потом в конце оказалось, и брат ушел от жизни, и она осталась одна. И в своем монологе она говорит, я, не умерла, а умер Илья. А в основном, мне кажется, она вместе с братом умерла уже. Ну, в конце она исповедуется, конечно, но это вопросительный знак. Так что пьеса «Города одиночества» никого не оставит равнодушным. Она еще раз заставляет нас посмотреть на себя со стороны, быть добрее и внимательнее к окружающим. Елена Яковлева, Николай Семенов. «Жизнь столицы».